На неделе сотрудники пожарной части в Кангаласах объявили голодовку. Устали, и зарплата маленькая, и условия работы ужасные, и начальник плохой. Насколько требования бастующих соответствуют действительности, неужели не вылезают из горящих зданий и постоянно рискуют жизнью? Сотрудники пожарной части номер 10 поселка Кангалас на этой неделе пытались провести акцию протеста и объявили голодовку. Они не были согласны с условиями труда и отношением руководства Государственной пожарной службы республики. Мы сколько уже с ними судимся, они не исполняют свои решения суда. То есть не производят нам оплату по фактически отработанному времени. Для регулирования этого вопроса было проведено несколько совещаний и встреч. Так, еще в прошлую субботу Юрий Зайцев проводил у себя совещание, но туда протестующие не явились. Тогда в понедельник Зайцев выехал к ним в Кангаласы и провел личную встречу, где и услышал все волнующие пожарных вопросы. По нагрузке, значит, у них дежурная смена сутки через трое. Вот. Это нормально, но есть предложение перевести на 12-часовой рабочий день. Также тоже будем эти вопросы рассматривать. Может, на 8-часовой рабочий день. На следующий день также руководство республики решало вопросы обеспечения пожарной части всем необходимым. Пожарные части в Кангаласах и Магане посетил премьер-министр республики Евгений Чекин. А вечером того же дня рабочее совещание по этим вопросам провел и первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. По итогам этих встреч был подписан протокол, где были обозначены все проблемные вопросы, которые ставили пожарные поселка Кангалас. И забастовка была прекращена. Есть вопросы, которые не могут быть решены в моменте, хотя мы их понимаем. Да? То, что касается там где-то ремонта, где-то еще каких вопросов. Но эти вопросы точно будут взяты под контроль. Основной причиной недовольства пожарных было, конечно, предвзятое, по их мнению, отношение руководства ГПС, в частности, Николая Иванова. Теперь он отстранен от должности. А в самом ГПС идут проверки и анализ эффективности деятельности. Проверку также проводит и прокуратура, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Но подобное решение проблем не поддерживает коллеги из других пожарных частей республики. Я принял решение об отстранении руководителя учреждения, был вынужден в определенной степени, к сожалению, потому что, собственно, понятно, что вопрос он имеет большую историю, да, и, соответственно, именно это и было причиной, соответственно, отстранения. Также поведение пожарных Кангалас осудили пожарные из Верхоянского района. Они не поддерживают действия по объявлению голодовки личного состава и считают действия подписавшихся под обращением кангаласских пожарных порочащими звание пожарного. Осуждают их действия. Мы функционируем в штатном режиме. Была запущена фейковая статья о том, что еще две части присоединились к голодовке. Данную информацию мы опровергли. Общественное мнение по этому поводу также разделилось на два лагеря. Одни поддерживают позицию пожарных и утверждают, что у них работа опасная и они рискуют жизнью. А другие отмечают, что при возникновении пожара на помощь к республиканским пожарным частям прибудут федеральные коллеги из МЧС. Объем работы и распорядок дня у сотрудников поселка Кангалас позволяет подрабатывать и на другой работе. Ну как, согласно распорядка дня. Что у нас распорядок дня. Ну, с 9 до 12 у нас учебные занятия. С часу до 2 у нас обед, принятие пищи. С 2 часов до 3 психологическая разгрузка. Потом ремонт, занятия техникой с 5 до 7. Культурно-массовый отдых. Просмотр телевизора и отбой. Ужин и отбой. Елизавета Васильева, Сусанна Рожина, Георгий Григорьев. День за днем. Якутск. А знаете, сколько в прошлом году произошло пожаров в поселке Кангаласы? 2. За последние 5 лет сотрудники части были задействованы на 12 пожарах. По 2 возгорания в год. Даже передохнуть времени нет. Средняя зарплата, кстати, 35 тысяч рублей. А знаете, программа «Якутия день за днем» выходит в эфир аж 4 раза в неделю. 50 выпусков в год. Видимо, пора объявлять голодовку.